В затоне Ленского речного порта этой зимой новый подход к ремонту. Узлы плавкранов решено снять и вывести в ремонтный цех. Это удобнее и экономичнее. Как только позволит лед, к стоящим судам подогнали технику и погрузили механизмы. Уже отремонтированными их вернут на место ближе к весне. За работами наблюдала наша коллега Олеся Васева. Этой зимой затон Ленского речного порта как заполненная автостоянка. Здесь остались зимовать сразу несколько судов, которые не успели вернуться в родной порт после закрытия навигации. К новой их будут готовить здесь, в Ленске. Работы уже начались. Самое крупное судно – теплоход «Михаил Латко». Он закрывал навигацию. Возвращать его в Усть-Кут уже не рискнули. Владелец судоходной компании «Алрос-Алена» уже направила своих специалистов для работы в затоне. Сейчас они вымораживают, освобождают ото льда движительно-рулевой механизм теплохода. Также будут подготовлены и суда других судовладельцев. Готовят свой флот своими силами. Сотрудники затона занимаются только ремонтом плавсредств речного порта. Технику запускают на лед только при достижении определенной толщины льда. Она прописана в регламенте под каждое транспортное средство. А работа кипит в подпалубной части плавкранов и в ремонтных цехах. В этом году узлы плавсредств начали вывозить в цех для ремонта еще в декабре. Объем большой, плановый ремонт это самое. В общем, такой же, как и всегда у нас, как говорится. Ничего такого затруднительного нету. Ну, по разборку главного двигателя получается. И сейчас в основном потом по корпусу и уже крановую установку уже ближе к весне. Запасные части крановых дизельных установок так ремонтируют впервые. Обычно их готовят к новой навигации прямо на месте. В этом году решили вывести в цех. Так комфортней и экономичней. Не нужно думать об обогреве подпалубных помещений. В ремонтном цеху всегда тепло и светло. Цех отвечает всем требованиям охраны труда. До весны сотрудникам речного порта здесь работы хватит. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».